Здравствуйте, я хотел узнать, а у вас есть вакцина «Спутник Ви»? Я бы хотел привиться. Предприниматель Ренат Абдульманов переболел коронавирусом летом. Новость, что разрешили хадж, стала решающей для вакцинации. За решениями саудовских властей он следил после поездки Рустама Минниханова. В первую очередь я обрадовался за самого президента, то, что он совершает умру. А во вторую очередь обрадовался за то, что когда узнал новость о том, что он едет договариваться, для наших граждан большая очередь людей об этом мечтали, выстроились, ждали эту новость, когда же все-таки им разрешат. И я думаю, что очень многие обрадовались и уже, наверное, собираются. Каждый год порядка 2000 татарстанцев совершают хадж. 2 года назад из-за пандемии 1500 мусульман остались с купленными билетами и перед закрытыми границами. Тогда деньги им были полностью возвращены, а в конце ноября ситуацию с паломниками взял под свой личный контроль президент Рустам Минниханов. В конце ноября президент прибыл с рабочим визитом в Королевство Саудовская Аравия. На встрече с заместителем министра по делам хаджа и умры он выразил уверенность, совместными договоренностями удастся организовать паломничество. Вакцина, которая делается в России, «Спутник Ви», она эффективная, она хорошо работает, я могу это, но она Всемирной организацией здравоохранения пока еще не тестовано. Мы должны заранее договориться с принимающей стороной, с вами, господин замминистра, чтобы наши паломники с нашими российскими документами как бы получили доступ пройти хадж. Я принимаю ваше предложение. Мы рассмотрим эти предложения и примем соответствующие решения. Результат переговоров стал известен через 2 недели. Так газета «Сауди» со ссылкой на Минздрав королевства написала. Джидда, Министерство хаджа Саудовской Аравии, заявило, что институциональная гарантия больше не требуется для паломников, которые получили 2 дозы вакцины от COVID-19, одобренных в Саудовской Аравии. Полностью вакцинированные паломники могут сразу ехать в священный город Мекка и начать совершать обряды умра без необходимости институциональной гарантии, объяснил министр. Министр также подчеркнул, что период пребывания в королевстве для иностранных паломников увеличился до 30 дней. Есть уточнение. Привитые спутником Ви паломники по прибытии в королевство должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Правила заработают с 1 января. Конечно, пока какой-то конкретной подтверждения этой информации нет. И что касается квоты на этот год, информации нет. Мы будем ждать дальнейшей информации. При Совете Федерации есть уполномоченный по делам хаджа. Он потом по официальным ФТИАТам распределяет квоту. В последние годы квота на Татарстан 1800 человек. По словам представителей Духовного управления мусульман, новость стала сенсационной. Уже поступает огромное количество звонков от желающих совершить паломничество. Алия Хайрудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.